Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Новый сезон первенства Испании по футболу начнется сегодня матчем действующего чемпиона страны Барселоны и Атлетико. Встреча пройдет в Бильбао и начнется в 22:00 по московскому времени. Чемпионат Испании по футболу проводится с 1929 года. Нынешний турнир станет 89-м в истории. Самым титулованным клубом является мадридский Реал. 33 титула. Барселона выиграла чемпионат 26 раз. В предстоящем розыгрыше примут участие 20 команд, которые сыграют между собой в два круга. В истории чемпионатов Испании только 3 команды ни разу не вылетали из элитного дивизиона – Атлетик, Барселона и Реал. Именно эти клубы стояли у истоков образования чемпионата. Самым результативным игроком испанского первенства является капитан Барселоны Лионель Месси, забивший 419 мячей в 452 матчах. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыскив одержали вторую победу и вышли в плей-офф на этапе мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на фестивальной площади в Лужниках. В первом туре россияне оказались сильнее австрийской и итальянской пары. В заключительном этапе группы встретятся с швейцарами. В турнирной таблице россияне занимают первое место, набрав 4 очка. Второе место занимают итальянцы. Обе пары провели по 2 встречи. Россияне обеспечили себе выход из группы. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа. Международный олимпийский комитет может лишить Италию права провести зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортино-д'Ампеццо из-за политической нестабильности в стране и нового закона о спорте. В августе отношения между Международным олимпийским комитетом и итальянским правительством ухудшились из-за принятия в Италии реформ, которые затрагивают независимость Национального олимпийского комитета страны. Олимпийский комитет Италии рискует разрушительными последствиями, такими как приостановка членства в комитете и, следовательно, запрет итальянским спортсменам участвовать в играх в Токио 2020 года под своим флагом, а также возможный перенос зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Италии. Спортсмены из 91 страны заявились на чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России. Соревнования пройдут в 8 весовых категориях. 488 спортсменов выступят на турнире. Состав сборной России будет утвержден после контрольных спаррингов, которые пройдут 18 августа. Перед турниром российская команда проведет сборы в Кисловодске и Златоусте. На прошлом чемпионате мира, который прошел в немецком Гамбурге в 2017 году, россияне сумели завоевать 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Судебная инстанция независимого комитета по этике Международной федерации футбола ФИФА наложила пожизненный запрет на футбольную деятельность для бывшего казначея и члена исполнительного комитета Южноамериканской конфедерации футбола Ромеро Осуны. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. В ходе расследования была раскрыта схема взяток с 12 по 15 года. В частности, упоминается роль Осуны в заключении контрактов с компаниями на маркетинговые права на турниры под эгидой CONMEBOL. Это организация, управляющая футболом в Южной Америке. В итоге было решено пожизненно отстранить Осуну от футбольной деятельности и оштрафовать его на 1 миллион швейцарских франков. Сегодня пройдут важнейшие отборочные схватки по вольной борьбе на чемпионат мира 2019. Андреев остается бесспорным лидером команды в весе 57 килограмм. Он точно едет на чемпионат мира. Тренер сборной также решил дать очередной шанс Андрею Бекреневу в весе 61 килограмм. Хоть он и неудачно отборолся на чемпионате Европы и турнире Александра Медведя. Нюргун Скрябин сразится со своим основным соперником Георгием Калиевым, так как они на турнире Медведя проиграли одному и тому же борцу. Оба заняли призовые места. Проигравший, возможно, будет участвовать на чемпионате мира в неолимпийском весе 70 килограмм. Но этот вариант пока только рассматривается. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.